Также в Якутии стартовал 62-й слет юных туристов. Школьники из Якутска и некоторых районов 2 дня проведут на природе и даже попробуют на себе экстремальный отдых. Саргалана Федорова с подробностями. Как подняться на склон горы, быстро ориентироваться на местности, определить стороны света без компаса. Хорошо знают юные туристы. Анастасия Хрущикова участвует в туристических слетах 7-й год. У нее большой опыт. Она та, которая сплачивает команду. Мы сейчас будем тренировать подъем, траверс-спуск и бревно, скорее всего. Потому что это самые, мы считаем, основные этапы для команды. Я уже настраиваю себя и физически и психически всегда готова к этому. Сегодня ребята должны преодолеть 2 километра. Они поднимутся по крутому склону, пройдут по гребню горы и, используя веревки, спустятся по склону. Затем переправятся через ручей по навесной переправе. Вот это будет УЗ, он будет для траверса, чтобы пройти пересечку и пойти на спуск. В теоретическом этапе ребята будут определять высоту дерева, стороны света без компаса, посоревнуются на знании границ полигона. Я люблю бывать на природе, я охочусь, я рыбачу. Нам участие в таких слетах дает возможность ощутить настоящую жизнь в природе. Это делает нас бесстрашными. Туризм на самом деле сейчас держится на энтузиазме отдельных тренеров, руководителей. Мы хотим, чтобы это было на системном уровне, чтобы в каждом районе был ответственный за детский туризм. Мы по приказу Министерства образования и науки это сделали. Но постепенно идет динамика. Я уверен, что через год у нас приедут уже более подготовленные, более организованные команды. Победителей слета среди старших групп наградят путевками во Всероссийский детский центр «Океан». Но самое главное, все участники получат навыки безопасного поведения на природе. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск.